Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на провокационное видео украинского депутата Игоря Мосейчука. Оно появилось накануне. На кадрах бывший командир батальона «Азов» угрожает главе республики и расстреливает его фотографию. О своем отношении к видеоролику и его создателям Рамзан Кадыров лично рассказал нашему корреспонденту Алексею Баранову. О планах службы безопасности Украины ликвидировать одного из троих депутатов Рады, поддержавших террористов и выступивших с угрозами в адрес главы Чеченской Республики, стало известно накануне поздно вечером. В ночном разговоре с нашей съемочной группой Рамзан Кадыров комментирует и видеоролик, в котором народный депутат Украины от радикальной партии Игорь Мосейчук стреляет в наспех напечатанный портрет руководителя Чеченской Республики, и информацию о замыслах службы безопасности Украины. Стреляет портрет. Ну, это трус. Трусость показывает. Больной человек. Кукловод где-то там в Европе там, или там в Западе за ним сидит. Там, знаешь, и он управляет. Самим надоело, видимо. И поэтому хотят убрать его. И сказать, что это Кадыров сделал, или другой, там, третий сделал. Поэтому они скоро его сами убьют. Знаешь, если мы не доберемся до него, там, и потом скажут, что это сделал Кадыров. В этом ролике хорошо слышно, как Игорь Мосейчук в окружении более чем 10 вооруженных с масками на лицах людей обещает, что Нацгвардия и впредь будет поддерживать чеченских боевиков. Рамзан, ти прислав своїх собак, зрадників, на нашу землю. Ми вбиваємо їх тут і прийдемо за тобою. Прийдемо за тобою в Грозний. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії! Рамзан Кадыров рассказывает нам, что посмотрел эти кадры через считанные минуты после появления в интернете. Он просто выпил, по-моему, там, знаешь, свинья выпил, знаешь, и по-свински, там, знаешь, ведет себя. Ну, отрезвеет, там, знаешь, и будет просить, знаешь, пощады, прощения, я уверяю вас. Или он будет прощения просить, или ему по заслугам мы его накажем. Сам себя выстрелил, там, знаешь, и попадет, знаешь, в точку, знаешь, и мы не промахиваемся, мы стреляем точно, и когда надо и куда надо. Напомню, что несколькими днями ранее Рамзан Кадыров поручил следственным органам республики оценить публичные высказывания депутатов Верховной Рады Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосейчука в поддержку террористов, которые были уничтожены в Грозном в ночь на 4 декабря. Рамзан Кадыров считает абсолютно неприемлемым заявление сегодняшних депутатов Мосейчука и Березы, которые, напомню, еще недавно командовали карательными батальонами Азов и Днепр-1, об открытии фронтов на Кавказе и в Средней Азии и причислении своих, как они дословно выразились, братьев-террористов к союзникам Украины. Возбудили уголовное дело. Есть за что возбудить уголовное дело, для того, чтобы его привлечь по закону или дать Интерпол, безусловно. Если будет выпущена такая постановление, чтобы его доставить в суд, мы его доставим. Не имеет значения, где он находится, в Европе или в Америке. Для того, чтобы таких шайтанов наказывать, у нас есть опыт и у нас есть силы и средства. Тогда в Грозном в ходе операции по ликвидации бандгруппы были уничтожены все 11 боевиков, которые, по оперативным данным, готовили крупномасштабный теракт 12 декабря, в День Конституции. В ходе спецмероприятий погибли 14 полицейских, среди которых и близкий родственник главы Чеченской Республики, 22-летний Умар Кадыров. 28 правоохранителей были ранены. Тех из них, кого экстренно доставили в Москву в Центральный госпиталь МВД, Рамзан Кадыров посетил прошедшей ночью и рассказал нам об их самочувствии. Все идут на поправку, и у них дух не сломан, они жаждут прийти, стать в строй и защищать нашу великую страну Россию. Между тем в Грозном продолжает работать группа лучших криминалистов. Тела всех уничтоженных боевиков уже предварительно опознаны родственниками. При этом, по данным следствия, 5 террористов после получения смертельных ранений совершили самоподрыв, а потому для их максимально точной идентификации потребуется проведение молекулярно-генетической экспертизы. Алексей Баранов, Виктор Мамаев и Алексей Сысоев. Вести.